Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в Дырносе, как видите, нами был построен дом. Сейчас внутри идет вовсю черновая отделка. И на текущий момент мы делаем уже утепление кровли. Давайте со мной пройдем в дом, покажу его красоту. И этот ролик будет посвящен утеплению. Покажу сам процесс утепления. Это важно знать, как утепляется кровля, чтобы грамотно утеплить, чтобы учесть все нюансы. Пойдемте со мной. А нюансы надо учесть. Вы же не знаете, как правильно утеплять, а я расскажу и покажу. Тем более есть где посмотреть, да? Это уже важно. Обычно негде смотреть, негде опыт-то черпать. А тут черпайте. Да? Вот мы заходим, тут такая тамбурная зона, раздеваемся, все шикарно, проходим. Просторная, гостиная с террасой, там кухонная зона, туалет и небольшая техническая часть. Здесь лестница на второй этаж. Оценили красоту первого этажа. Давайте еще обращу на французское окно. Тоже элемент эстетики. И поднимемся, конечно, на второй этаж. Представляете? Мы с чашечкой ароматного кофе на своем шикарном участке. Открываем двери, да, и с кайфом, вау, выходим на свою шикарную террасу с ароматным кофе и кайфуем на природе. Кайф. Кайф. Заходим в дом. Клево. И также с кайфом заходим в дом. Шикарно. Вау. Идем на второй этаж. Покажу процесс утепления и нюансы утепления, как нужно делать. Кратко задержусь на пироге. Что пола первого этажа, что межэтажного перекрытия примерно одно и то же. Там маленькие детали, но в целом суть расскажу. Снизу идет силовой каркас, да, чтобы утеплители, всякие пленки вниз не упали. То есть доска набивается с шагом примерно в 15 сантиметров. Потом идет пароизоляционная пленка. Если по полу первого этажа можно сделать там ветрозащитная пленка и сетка от грызунов по первому. То есть пленки лентами, клейкими все проклеивается, чтобы никаких поддуваний там не было. А потом идет, значит, 15 или 20 сантиметров утепления по полу первого этажа, точно не меньше 20. Потом опять пароизоляционная здесь пленка, фанерная, также лентами все проклеивается, фанерные лаги и фанера 18 или 21 уже на вкус и цвет. Вот такой мощный, качественный, хороший половой пирог, надежный пол, теплый пол. В итоге вы получаете. Идем наверх. Вот мы уже и на мансардном этаже. Мы видим, как была утеплена кровля, скаты крыши. И мастер уже настилает пароизоляционную мембрану. Я сейчас все расскажу. Можно увидеть, как это происходит. Маты можно применять разные. В чем начинается нюанс? Изначально в доме у нас идут такие вертикальные, наклонные, стропильные ноги. Деревянные элементы крыши, между которыми идет утепление. То есть сначала уложили первый слой, потом укладываем второй слой с перекрытием стыковок предыдущего. Потом третий слой. В итоге у нас получилось 15 сантиметров. Сама доска стропильная, она тоже 15 сантиметров. Все, утеплили. Все прекрасно, все четко, все плотненько-плотненько, чтобы никаких щелей, чтобы ни палец, ничего не засунули. Какие-то микро-маленькие элементы, куда не можете никак деликатно утеплить, можно немножко подпенить. Но минимально должно быть пены. Мы все-таки делаем упор на профессиональное утепление. Хорошо, все утеплили. Дальше делаются горизонтальные уже направляющие, то есть у нас были вертикальные. И здесь мы можем увидеть, то есть у нас условно были вертикальные, теперь пошли горизонтальные направляющие. И еще мы утепляем 5 сантиметрами, и тем самым мостики холода от самой стропильной ноги. Промерзание же идет самих деревянных конструкций с внешней стороны, чтобы вот этот холод не проникал в дом. То есть вот этой пятерочкой мы еще перекрываем саму стропильную ногу, утепляем ее. То есть кровля максимально теплая, 20 сантиметров утепления. Все угловые соединения, здесь идет доска между стропилами не наискосок, а горизонтально. И тем самым утепление в данном месте идет 30 сантиметров. 30.
То есть если здесь 20-ка, то здесь достигает 30 сантиметров. То есть самые проблемные зоны это у нас угловые соединения все. То есть здесь очень тепло будет. И проблемные части у нас чаще всего еще вот эти вот слуховые окна чаще всего. Что вот эта часть, что вот эта часть за вами, что вот это. Потому что здесь очень много подрезок. Здесь нестандартные элементы, все элементы разных углов, то есть разных по величине элементов приходится деликатно вырезать и стыковать. Здесь-то проще, мы отставили и вставили, следующий вставили, вставили. А угловые соединения это всегда деликатные подрезки. Такая философия. Все очень плотно должно быть утеплено. Без жестких замятий, слегка подогнули, это максимум. Видите, как слегка укрыто, но без замятий, без каких-то щелей. Все очень плотненько-плотненько. Каждый слой перекрывает следующий. То есть вот. И даже где-то, если в каком-то слое будет микрощелочка, это все должно перекрыться следующим. То есть по окончанию все очень герметично. Очень. В дальнейшем наши бытовые пары могут проникать в утеплитель. Он будет намокать, следовательно, не выполнять свою функцию. Я уже молчу про то, что будут, допустим, разрушаться деревянные конструкции от намокания и тому подобное. Об этом даже уже и не говорится. Это само собой. То есть, чтобы утеплитель выполнял свою функцию, он должен быть сухим. И для этого мы сейчас настилаем пароизоляционные мембраны. Они разных производителей, это не суть, но она должна быть. То есть настилаются специальные мембраны. Между стыковками данных листов еще идет проклейка герметичная, вот такая, что вы даже руку никак туда не... Сейчас видите, можно, да? Влага раз и ушла. То есть здесь еще мы проклеиваем все герметично, чтобы никакая влага не проникала. Герметично лентами проклеиваем пленку с деревянными конструкциями везде. То есть получается весь единый закрытый контур от попадания какой-то бытовой влаги в утеплитель. Защитили. Дальше на эту пленку пойдет доска, которая будет являться и силовым каркасом, уже основой под чистовую отделку. И расстояние между досками, оно будет являться вентзазором для продувания. Если уж какая-то там влага, где-то что-то как-то попадет. Что на самом деле не должно быть, но на всякий случай. То есть вот такой интересный пирог, вот такие тонкости вам показал, чтобы ваша кровля была теплой, а дом уютным. Также, господа, хочу отметить, что все стропильные ноги и все деревянные конструкции, что вы видите, они были сделаны с определенным шагом. 590 миллиметров. Для чего? А потому что любой утеплитель, вот, например, он 600 миллиметров. Чтобы я просто взял и четко вставляйте в то место, куда нужно. Оп, и четко вставили. Без каких-то замятий. Он плотненько в распор должен войти и самоудерживаться. Нет обрезков, нет каких-то излишних потерь. То есть все четенько, все аккуратно и герметично. То есть все деревянные конструкции еще на стадии строительства, мы делаем с шагом 590 миллиметров. Обращаем внимание. Вот сейчас мы увидим, как идет проклейка пленок лентой. Сейчас будет сниматься наружный слой и останется только липкий слой. Сейчас мы увидим это. И вот мы уже видим, как все герметично получается. Что мы сейчас уже руку не засунем никак. И бытовые пары наши, они никак уже проникнуть не могут, потому что все пленки, они проклеены. Шикарно, шикарно. Класс, единый мат. Мы стараемся применять утеплители разной плотности. На наклонные горизонтальные поверхности идет утеплитель малой плотности. В малой, следовательно, он больше содержит воздуха, и утеплитель, значит, теплее, больше сохраняет тепла в доме. А на наклонные поверхности рекомендуемо применять утеплитель повышенной плотности, чтобы он не сминался под собственным весом.
Это очень важно. Также отмечу, что помимо обычного утеплителя, который сохраняет тепло в доме, мы применяем еще утеплитель с функцией акустик, например, шумоизоляции. Что он здесь делает, да? Для чего он здесь лежит? Мы его применяем в межэтажном перекрытии, вот здесь между этажами, чтобы, например, проживающие на втором этаже комфортно себя чувствовали, если вдруг есть какие-то бытовые шумы по первому этажу, чтобы максимально было тихо. И применяем их в перегородках, вот этот акустик. То есть мы не зачем нам утепление между комнатами, да, или утепление между этажами? Тут не это важно. Тут важна шумоизоляция. Правильно же? Ну, согласитесь, абсолютно верно. Поэтому здесь должна быть акустический утеплитель. Акустическая шумоизоляция. Также надо учесть заранее, если это будет, выводы технологических каналов, например, под вентиляцию, если они будут в кровле, где-то здесь заложить уже заранее гильзу, да, вот эту трубу хотя бы подвести, допустим, вентиляционную. Несмотря на то, что это вроде работа технологически простая, она очень важная, потому что это все скрытые работы. Вы этого, видите, мы быстро пришли, здесь никого нет, здесь нет клиентов. Мы работу выполнили, мы пленками это все заклеили, лентами проклеили и все. То есть и доской, каркасом забили, и вы даже никогда не посмотрите, понимаете? Вы никогда не узнаете, что там внутри вообще и как это сделано. Но вот именно скрытые работы важны. Я в своей работе стараюсь показать вам, чтобы вы были убеждены, что здесь все прекрасно, что здесь все хорошо. Приезжаю, снимаю, показываю. сам в процессе, конечно, пока здесь нахожусь, я все проверяю, чтобы было все достойно и спокойно. Мне в первую очередь, так как я несу ответственность. Здесь все сделано. Я вам это как заказчику в первую очередь, что важно, допустим, или вам как потенциальному заказчику. Я это все показываю, вы внутри убеждены и спокойны, что здесь все круто. То есть скрытые работы надо знать. Если вдруг сделано неграмотно, непрофессионально, как и закрыто все, а вы думаете, что все прекрасно, это скажется чем? Это скажется теплопотерями, а следовательно вы будете перетапливать дом. Это скажется тем, что будет образовываться конденсат где-то, то есть наличие воды. Следовательно, деревянные конструкции будут гнить, утеплитель будет преть, там все будет портиться, вы об этом даже знать не будете. То есть ваш дом будет разрушаться, а вы об этом даже знать не будете. Вы будете тратить деньги, потому что вам придется перетапливать его постоянно, поддерживать нужную температуру. Вы вроде затопили, а что через пару часов он опять холодным стал. То есть, а представляете, у вас дома ребенок или пожилой человек, которым некогда заниматься постоянным отапливанием, то есть или физически, или как-то еще не дорос, допустим, если маленький ребенок, дитя, подросток. То есть он не будет этим, он даже не понимает, как топить печь, допустим. То есть лучше изначально сделать хорошо. По итогу я вам показал не только тонкости, да, я вам показал толстости, да, то есть действительно много полезного и интересного, и чем может аукнуться даже, если подходить к работе не совсем профессионально, халатно. То есть тут пострадают многие, на самом деле. И не только заказчик в первую очередь пострадает, но и тот строитель нерадивый, которому придется, или он потом будет увиливать от ответственности, да, например, за свою работу. В общем, дорогие друзья, если вам необходимо построить дом, сделать черновую отделку, сделать вот так утепление кровли, вот так вот, так же круто, так же качественно, ответственно, вот со всеми показами скрытых работ, чтобы вы были убеждены, что строите один раз и качественно, без каких-либо переделок, на совесть. Смело обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Все, звоните, записывайтесь на консультацию, мы встречаемся. Дальше все вам рассказываем о технологии. Вы получаете массу полезной информации. Первое. Потом мы с вами определяемся, допустим, по планировке. Все чертим вам предоставляем. Вот, вы уже определились, какие-то мысли у вас там появились, уже определенность. Далее мы вам делаем первичный расчет, вы уже приценились. И вот со всем этим багажом информации, которую вы у нас получили, вы уже спокойно принимаете решение. То есть строится, не строится, нашими силами, не нашими. Но тем не менее, у вас уже понимание есть.
понимание и приценка. То есть, так что, господа, приглашаем вас, будем рады вам в этом деле помочь. И будем рады, если выберете нас уже для строительства вашего дома мечты. Так что встречаемся на консультации. Пока-пока.